Калмыцкое книжное издательство в следующем году отметит 95-летний юбилей. Сначала в 1921 году при Астраханском отделении Госиздата, который являлся издательским органом Калмыцкой автономной области, был создан Калмыцкий подотдел печати. Он объединил издателей и книжных распространителей. А в марте 1926 года из-под отдела печати было выделено самостоятельное учреждение, которое стало называться Калмыцким областным издательством. Спустя 2 года оно было переименовано как Калмыцкое книжное издательство. Летопись перелистала моя коллега Светлана Аджиева. С особой теплотой про былую популярность издательства вспоминает главный редактор Данара Даржиева. Книги, выпущенные Калмыцким издательством, пользовались большим спросом на территории Советского Союза. Огромными тиражами издавались произведения Волкова, Толстого, Хлебникова и других именитых авторов. Альбомы калмыцкого издательства печатались на полиграфической базе Москвы, Германии. Книги отличались высокохудожественным исполнением, участвовали в международных выставках, ярмарках, неоднократно получали дипломы различных конкурсов. Книги мы выпускаем всех направлений на калмыцком, русском, иногда даже на английском, иногда даже на немецком. То есть издательство, оно, можно сказать, широкого профиля. Ну это что значит? У нас и массово-политическая литература, художественная, детская, учебная, словари, методические пособия, альбомы, плакаты. Все это в нашей компетенции, все это мы делаем. Но единственное, что сейчас в основном делаем на по заказу. То есть не так, как вот мы раньше выпускали, государство давало деньги, и мы выпускали, так сказать, то, что требовалось. А сейчас только строго по заказу. Заказчик оплачивает, мы производим полностью обработку текста. Иногда даже получается, что пишем, за авторов дописываем, чтобы это было понятно читателю. Вся жизнь человечества последовательно оседала в книге. Племена, люди, государства исчезали, а книга оставалась, писал известный публицист, писатель и философ Герцен. Действительно, всю историю человечества можно проследить в книгах, так же, как и вековую историю Калмыкии, начиная с создания автономии до сегодняшнего дня. Одной из значительных книг, я считаю, история Калмыкии с древнейших времен до наших дней, в 3 томах. Это книга представлена нам институтом нашим. Вот, книга получила большой резонанс. Очень много у нас было посвящено книг истории репрессий и восстановлению. После этого списки мы уточняли. Большая работа была проведена. Вот. Ну и другие, особенно много мы занимаемся изданием книг по Великой Отечественной войне, по участию калмыков в Великой Отечественной войне. Вот. Это история 110-й дивизии и другие о героях войны, об участии калмыков в Великой Отечественной войне. Изначально создание издательства было направлено для борьбы с неграмотностью посредством создания книг, учебников, и спустя столько лет основная задача осталась прежней. Занимаюсь редактированием, именно литературным, чтобы донести до читателя. Все зависит от сложности темы, вот, от того, насколько автор глубоко и правильно эту тему разработал. Ну и, разумеется, от объема рукописи. Они бывают и небольшие, бывают вот такие же объемные. Ну вот, скажем, в данный момент я работаю над рукописью. Мы уже завершаем работу над нею. В настоящее время Калмыцкое книжное издательство является ведущим структурным подразделением печатной отрасли республики для обеспечения населения книгами по всем отраслям знания. Оно занесено в Международный реестр национальных издательств. Для того, чтобы стать ближе к читателю, сегодня прорабатывается вопрос о доступности книг онлайн. Пока что точка притяжения для любителей чтения доступна в Доме печати в центре Элисты и в некоторых магазинах степной столицы. Светлана Аджиева, Владимир Суглинов. Информационная программа «День республики».